Туризм – один из главных составляющих экономики Абхазии. При этом два объекта – Новоафонская пещера и Рицинский заповедник – являются самыми крупными и приносят в бюджет наибольшую прибыль. Туристический сезон 2015-го в Абхазии оказался весьма удачным. Здесь начинается главный и самый популярный туристический маршрут в Абхазии – поход в Новоафонскую пещеру. В разгар курортного сезона карстовую полость посещает ежедневно до 3000 туристов. Общая протяженность маршрута внутри пещеры 2 километра. Он проходит сквозь 8 залов, стены и потолки которых декорированы натечными образованиями. Художник Гиви Смыр – первооткрыватель этой пещеры. Он первым в 1961 году спустился в провал, который жители на протяжении нескольких десятилетий обходили стороной. Для посещения пещера была открыта только в 1975 году, 40 лет назад. Гиви Смыр с 2001 года является директором комплекса Новоафонских пещер. Уходящий год, по его словам, для них был не только рекордным по посещаемости, но и испытанием возможностей комплекса. Итоги этого года очень хорошие, скажем так, но помимо всего этого, это был своего рода мониторинг. Надо, конечно, все силы приложить на то, что... Это уникальное природное образование открыто для посещения туристами каждый день с мая по октябрь. В остальное время пещера работает 3 раза в неделю. В разгар курортного сезона каждые 20 минут вглубь пещеры отправляются экскурсионные поезда. Количество туристов этим летом порой достигало 4000 человек в день. Время незаметно пролетело. Вообще 1,5 часа незаметно. Ну вот сама вот эта вот... Сталактиты, да. Вот, какие озера вот эти вот глубокие, смотрели туда вот. Очень понравилось. Еще посетим, еще приедем. Пещера является объектом республиканского значения, приносящей ежегодно государству большую прибыль. Стоимость билета в пещеру 500 рублей. Доходы от их продажи перечисляются в казну, 1/5 остается в районном бюджете. Посетило 384 тысячи человек. Значит, объем, значит, если переводить на финансы, значит, объем 190 миллионов рублей. Значит, из них 76 миллионов рублей, которые мы помогли нашему Гудовудскому району. Вот, а вот такая валовая, что ли, наша прибыль – это 35 миллионов. Максимальное количество туристов в день не должно превышать 3000 человек, иначе может быть нарушен микроклимат полости. С увеличением потока посетителей для Гиви Смыр, первооткрывателя пещеры, сохранение этого уникального объекта в первозданном виде является главной задачей. Поэтому наряду с расширением возможностей комплекса здесь следят и за экологическим состоянием пещеры. Экологи так считают, что та нагрузка, которую мы получаем за сезон летний, значит, зимой это немножко поправляется пещера. Но самое большое количество – это 2-2,5 тысячи человек в день посещаемость. Это вот допустимая норма, немножко превышающая норма. Еще один наиболее крупный курортный объект в Абхазии – Рицинский реликтовый национальный парк. Территорией 390 квадратных километров, он расположен в горной местности. Живописнейшая природа поражает красотой не только приезжих. К такой красоте не могут привыкнуть даже местные. Редкие растения, особый климат, красота природы – все это привлекает сюда тысячи туристов. В этом году заповедник посетило более 500 тысяч человек. Этот год Рицинский парк посетило более где-то 560 тысяч посетителей было в парке у нас. Значит, если взять сравнительную такую характеристику, то это за 12, 13, 14 год и половина 11 года. То есть за 3,5 года столько посетила Рицинский парк, сколько посетила в этом году за 1 год наш Рицинский парк. Мы, конечно, ощутимую помощь оказали республиканскому бюджету, местному бюджету. Это порядка более 92 миллионов рублей. Руководство Рицинского заповедника и Новоафонской пещеры ежегодно часть своих доходов направляет на развитие комплекса. Так, в Новоафонской пещере был закуплен новый поезд, а на Рице ведутся регулярные берегоукрепительные работы, ремонтируются дороги и создаются удобства для гостей. Словом, делается все, чтобы привлечь сюда как можно больше посетителей. Хотелось бы, чтобы, посетив Рицинский парк, чувствовали вот национальный абхазский национальный дух. Мы стараемся, для этого работают и художники, для этого работают различные специалисты в области ландшафта. Мы уже купили несколько тракторов, технику, сейчас новый трактор привозим, мы будем чистить дорогу и хотим, чтобы нашу зимнюю Рицу, зимнюю сказку увидели все. На новогодние праздники в Абхазии ждут очередную группу туристов, ведь здесь есть на что посмотреть и зимой тоже. Нала Мукпейн Вераджения, Стамургожба, Адам Арджения, Абхазское телевидение.